Итак, друзья, здравствуйте. Это Nocta Life, очередной выпуск. Мы, как обычно, обсуждаем или комментируем по событиям и ситуациям, которые произошли за неделю. На прошлой неделе, вы помните, мы комментировали. Кто не успел увидеть выпуск программы Nocta Life под выпуском 3, посмотрите, пожалуйста, на сайте nocta.md и на нашей страничке в Фейсбуке. Итак, за прошедшую неделю произошло несколько событий, в основном связанных с Народным собранием, которые мы хотели бы прокомментировать и на которые я бы хотел обратить внимание. Но прежде всего, хотелось бы обратить внимание, что на прошлой неделе не состоялось заседание Народного собрания Гагаузии, которое было назначено 28 февраля 2019 года. Оно не состоялось по той причине, что туда не было кворума. Не пришло 21 депутат из 35. На заседание пришло только 14 депутатов. С чем это связано, объяснил председатель Народного собрания Владимир Кыса, который сказал, что часть депутатов заболела, а часть депутатов поехала к президенту Республики Молдова. Я так понял, информации о неявке значительного количества депутатов не имеется, да? Часть Я из хочу них, сказать, что да, если можно. часть депутатов болеет. Есть депутаты, кто не мог прийти, положительно позвонили. Часть депутатов поехали в президентуру. Я не буду озвучивать фамилии, но действительно есть такое, что есть часть депутатов болеет, и кое-кто выехал. Стоит отметить, что о заседании депутаты Народного собрания практически все знали, или, во всяком случае, должны были знать, потому что сообщение о том, что заседание Народного собрания состоится 28 февраля, было опубликовано на сайте Народного собрания Гагаузии 19 февраля 2019 года. То есть практически за 10 дней до самого заседания. Даже 19 февраля, если я не ошибаюсь, было заседание самого президиума Народного собрания. Ну вот, получилось как получилось. Из 35 депутатов Народного собрания на заседание пришли только 14. И возникает вопрос, что за такая эпидемия, которая свалила столько много депутатов Народного собрания, которые не смогли прийти и присутствовать на заседании Народного собрания? Они заболели корью или что? Потому что сейчас, вы знаете, по Гагаузии гуляет корь, мало ли что, может, они заболели корью, потому что не были привиты в детстве. Но само поведение очень странно, и практически, к сожалению, ни один из депутатов, который не присутствовал на заседании 28 февраля, не вышел к публике и не сказал, почему он отсутствовал. Потому что на самом заседании было запланировано обсуждение ряда очень важных для Гагаузии вопросов. Например, там была повестка из 8 вопросов. Первый вопрос — это проект закона о социальном обеспечении и льготам участников ветеранов военных действий в Афганистане. Например, законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о налоговом свидетельстве. Очень важный закон для Гагаузии. Вы знаете, очень много экономических агентов работают по налоговому свидетельству. О проекте постановления Народного собрания об отчете финансовой деятельности счетной палаты. Очень важный вопрос. О проекте Народного собрания о штатном расписании счетной палате. Ну и так далее и тому подобное. Да? То есть вопрос, связанный с Друмуль-Камрад. Вопрос, связанный с выделением средств из резервного фонда Народного собрания Гагаузии. Но почему-то депутаты на заседание Народного собрания не пришли для того, чтобы не состоялся кворум. На самом заседании Народного собрания высказалось несколько предположений, почему депутаты не пришли. Одно из предположений, потому что в повестку дня Народного собрания был включен вопрос о выделении льгот участникам ветеранов военных действий Афганистана. Споры вокруг этого законопроекта ведутся уже на протяжении нескольких месяцев. Этот законопроект был предложен 3 депутатами. Это депутат Лейчу, депутат Иванчук и депутат Златов. И публичные слушания по этому законопроекту проводились. В январе месяце Совет ветеранов афганской войны во главе с господином Мавроди провели публичные слушания, куда пригласили в том числе и исполнительный комитет, но исполнительный комитет туда не явился. Поэтому вопрос застрял, законопроект был принят в первом чтении, 28 числа должны были голосовать во втором чтении за этот законопроект. Там же была небольшая перепалка между Екатериной Жековой и заместителем председателя Народного собрания Вадимом Чебаном. Екатерина Жекова сказала, что на заседании президиума Народного собрания 19 февраля Вадим Чебан сказал, что есть отрицательное заключение на этот законопроект, на что Вадим Чебан возразил и сказал, что Екатерина Жекова говорит неправду, якобы
нету никакого отрицательного заключения, но я не думаю, что депутат Народного собрания в присутствии других депутатов и публично будет говорить неправду, поэтому хотелось бы больше ясности со стороны исполнительного комитета и четкой позиции по этому поводу, потому что речь идет, конечно, в итоге о ветеранах войны, 300 человек. Им было обещано проголосовать за этот проект закона еще в декабре месяце, когда депутаты Народного собрания принимали решение об утверждении бюджета на 2019 год. Тогда они приняли этот бюджет с оговоркой, что исполнительный комитет в 2019 году изыщет средства для того, чтобы выплачивать льготы ветеранам афганской войны. Но вот эта вот перепалка, и все связывают срыв этого заседания именно с тем, что исполнительный комитет не хотел, чтобы этот вопрос рассматривался, и чтобы за этот вопрос голосовали во втором чтении. Сумма вопроса всего лишь навсего 2 миллиона с чем-то лей. Недавно один из авторов этого законопроекта сказал, что после дополнительных расчетов они пришли к выводу, что им нужно будет 1 800 000. Почему исполнительный комитет затягивает этот вопрос, мне не совсем понятно, потому что вокруг этого вопроса проходили очень нормальные, здоровые дискуссии. Сами ветераны-афганцы очень консолидированно и очень, с моей точки зрения, конструктивно провели хорошую адвокационную кампанию по этому поводу, провели публичные слушания, нормально, цивилизованно, никого не обвиняя, старались соблюдать абсолютно все процедуры, вовлекались во все процессы и вовлекали других заинтересованных сторон. Почему в данном случае Народный исполнительный комитет ведет себя таким образом, не совсем понятно. Тем более обещание было дано исполнительным комитетам еще в декабре месяце изыскать средства и реализовать данный закон. На что еще хотелось бы обратить внимание? То, как член исполнительного комитета Вадим Чебан позволяет себе общаться с депутатами Народного собрания. Особенно там была очень серьезная, интересная перепалка Вадима Чебана с господином Лейчу. Лейчу, как автор законопроекта, сказал, что он не понимает, почему срывается заседание Народного собрания. Вроде избирательная кампания уже закончилась, и пора бы приступить к рассмотрению всех жизненно важных для Грузии вопросов. На что Вадим Чебан позволил себе, сидя в президиуме Народного собрания, практически заткнуть рот депутатам Народного собрания, сказав, что они продолжают заниматься предвыборной деятельностью, политической деятельностью, и пусть они не вмешиваются в деятельность исполнительного комитета. Во-первых, вообще поражает сама манера общения члена исполнительного комитета, по сути, клерка, за которого никто не голосовал, который не занимает выборную должность, он назначенец исполнительного комитета Народного собрания по предложению Башкана Гагаузии. Поражает сама манера общения с депутатами Народного собрания, которые представляют в Народном собрании население и населенные пункты. Георгий Георгиевич, вы позволили себе обвинить руководство исполкома. Вы позволили обвинить, что мы бойкотируем этот вопрос. Вы это сделали. Теперь давайте следующий момент. А следующий момент, Георгий Георгиевич, пожалуйста, я попрошу вас уважать принцип разделения властей и не вмешиваться в работу исполкома. Закрывать рот депутату, с моей точки зрения, это непозволительно, но тут виноват, наверное, не столько Вадим Чебан, сколько виноваты сами депутаты Народного собрания. Во-первых, непонятно, почему члены исполнительного комитета сидят в президиуме Народного собрания. Да? Сам Вадим Чебан говорит о том, чтобы депутаты Народного собрания не вмешивались в деятельность исполнительного комитета, но в то же самое время вы, если будете смотреть внимательно заседание Народного собрания, вы увидите, как он, сидя в президиуме, что-то там шепчет председателю и Народного собрания, и по сути как бы сам вмешивается в деятельность Народного собрания, понимаете? И тут виновато само Народное собрание, которое позволяет это сделать. И виноват сам председатель Народного собрания, с моей точки зрения, который позволяет члену исполнительного комитета, еще раз повторюсь, невыборному лицу, назначенцу того же исполнительного Народного собрания Вадиму Чебану, которого до 2015 года в Гагаузии никто даже в лицо не видел, даже не знал его имени, позволяет ему вести себя с депутатами в такой, с моей точки зрения, похабной и очень неприемлемой манере, да, то есть закрывать им рот, указывать им свое место и так далее и тому подобное. И тут Народное собрание должно предпринять соответствующие действия, да, для того, чтобы, во-первых, запретить эту, с моей точки зрения, очень порочную практику, запретить унижение самих депутатов и унижение населения Гагаузии. И депутаты наконец-то должны показать, что они в состоянии контролировать исполнительный комитет, в состоянии обеспечивать
систему сдержек и противовесов. Если они не могут защитить свою честь и достоинство, то как же они будут представлять интересы и защищать интересы своих избирателей в избирательном народном собрании и тем более в переговорном процессе с Кишиневым по вопросам статуса Гагаузии? Я думаю, депутатам нужно пересмотреть свое отношение к этим вопросам. И с моей точки зрения, члены исполнительного комитета, которые по уложению Гагаузии должны присутствовать на заседании Народного собрания, должны сидеть не в президиуме, а где-нибудь в зале, да, для того, чтобы не вмешиваться в сам процесс заседания и не нарушать принцип разделения властей. Предлагаю Народному собранию вернуться к рассмотрению этого вопроса и поднять этот вопрос на следующем своем заседании. Еще один вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, это такой момент, как лингвистическая комиссия, которая была создана в Гагаузии для того, чтобы определять, владеют кандидаты на должность депутата Башкана Гагаузии гагаузским языком или не владеют. На прошлой неделе было первое заседание этой комиссии. Мы давали по этому поводу тоже новость и обратили внимание на очень интересное положение, да, деятельности этой комиссии и то, как будет определяться, владеет кандидат в Башкана Гагаузии гагаузским языком или не владеет. И второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это состав самой комиссии. Ну, во-первых, но для начала хотелось бы сказать о предыстории самого этого вопроса. Вы помните, в 2015 году очень активно несколько гагаузоведов поднимали вопрос о том, что Ирина Влах якобы не владеет гагаузским языком, и нужно предпринять какие-то действия для того, чтобы не допустить того, чтобы будущий башкан кресло башкана не занимал человек, который не владеет гагаузским языком. На что Ирина Влах резко тогда ответила всем этим, скажем так, стремлением ее отстранить из избирательной гонки и записала короткое видео на гагаузском языке. Тогда было видно, сразу было видно, что она гагаузским языком не владеет, потому что это короткое видео склеивали там несколько раз. Да? То есть видно, что человек не был в состоянии запомнить там элементарный текст на гагаузском языке. И потом Ирина Влах, в принципе, призналась, да, что в 2015 году она на гагаузском языке не говорила, да, на встрече в Истамбуле с гагаузской диаспорой, где она сказала, что вот я 3 года назад с момента, когда она выступала перед диаспорой, а выступала она перед диаспорой буквально недавно, перед выборами парламента Республики Молдова, что она вот не говорила 3 года назад на гагаузском языке, и после встречи с Эрдоганом она вернулась в Гагаузию и стала резко изучать гагаузский язык. Açın gezin Türkiye, 3 yıl diyelim, davuluşluğum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ben konuşuyorum, okumuşum Türkçe. Sisledi benim çevirdiler. Rus dilinden Türkçe, o soruyu benim. Sen başkansın. Benim ya. Senin insanı halkın ayrıdır. Senin halkın ayrıdır. O yüzden ne işlem, ana dilinde konuşmuyorsun. Ben açan bunu işittim. Это все растет оттуда, да, для того, чтобы показать и еще раз продемонстрировать гагаузоведам, которые критикуют, что исполнительные комитеты критикуют власти Гагаузии в том, что они якобы не уделяют должного внимания гагаузскому языку. Вот было приняты такие шаги, с моей точки зрения, реализовать положение избирательного кодекса и создать ту самую комиссию лингвистическую, и создать положение и провести тесты по знанию гагаузского языка для кандидатов в Башкана Гагаузии. Ну, во-первых, не совсем понятно, на основании чего будут тестировать, потому что до сих пор система тестирования знания гагаузского языка в Гагаузии не разработана. Мы уже больше 20 лет существует гагаузская автономия, но самый главный вопрос в этом плане мы не решили. Не разработана нормальная система преподавания гагаузского языка для тех, которые не учатся в школах. Да? Вот, допустим, если вы сегодня хотите взять курсы гагаузского языка, государство и АТО Гагаузии вам такую возможность не предоставляет. А мы должны понимать, что кандидатами, допустим, являются очень многие люди, которые в школе гагаузский язык не изучали. Допустим, Ирина Влах в школе гагаузский язык не изучала, потому что поколение 1974 года в школе гагаузский язык не изучало. А я не говорю о поколении Николая Дудогла, который
Потому что гагаузский язык в школе стали преподавать в конце 80-х, в 88 или 89 году. И эти люди, большинство людей, которые сейчас находятся в возрасте 40 или 50 лет, гагаузский язык в школах не изучали. Они знают гагаузский язык от своих матерей, от своих родителей. И как в данном случае они смогут сдавать тест, да, не изучая гагаузский язык в школе, да, практически не владея грамматикой гагаузского языка, не владея, может, некоторые даже алфавитом гагаузского языка, смогут сдавать тест на знание гагаузского языка. Для начала, с моей точки зрения, необходимо создать всю необходимую инфраструктуру для изучения гагаузского языка и для тестирования гагаузского языка, как это происходит в других странах и с другими языками. Допустим, если вы хотите доказать всему, что вы знаете, владеете гагаузским языком, вернее, английским языком, вы проходите тест на знание английского языка, который называется TOEFL. И он показывает, на каком уровне вы владеете английским языком. В гагаузском языке такого теста не существует. И как в данном случае тестировать будут знания, эта комиссия лингвистическая будет тестировать знания гагаузского языка кандидатами, не совсем понятно. Но если вчитаться в положение, которое разработало Народное собрание для этой самой комиссии, да, вернее, не Народное собрание, а Центральная избирательная комиссия Гагаузии, то там, значит, видно, что кандидаты будут проходить два теста. То есть устный тест на способность говорить бегло, значит, знание культуры языка и умение бегло читать текст из 250-300 слов. И, значит, вывод комиссии могут быть два вывода комиссии, два критерия. Владеет, не владеет. Вот мне просто интересно, что значит владеет, не владеет. Это как он будет доказывать, владеет он или владеет. Да? То есть он высунет язык и начнет делать какие-то действия с языком и так покажет, владеет или не владеет, или как вообще, что это значит, как это понимать. С моей точки зрения, говорить о каком-то тестировании в условиях, когда у вас не разработана инфраструктура преподавания гагаузского языка, инфраструктура тестирования гагаузского языка, я думаю, бессмысленно, потому что тут этот тест и это тестирование может быть использовано как элемент, как очередной, скажем так, барьер для того, чтобы исключить из предвыборной гонки неугодных людей. Да? Потому что прежде чем требовать от кого-то знания гагаузского языка, необходимо создать условия для того, чтобы человек этот язык выучил. Да? И после этого от человека требовать. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это состав комиссии. В этот состав входит всего лишь навсего один человек, их там, по-моему, 7 членов. Один человек, который никак не связан с исполнительным комитетом. Это госпожа Банкова, которая представляет там Камрадский государственный университет. Остальные все являются прямыми подчиненными Башкана Гагаузии Ирины Уллах, да, через дочерние, скажем так, структуры. Есть там несколько членов, несколько представителей научного центра Маруневич, который фактически является подразделением исполнительного комитета. И остальные члены там люди из управления образования. То есть фактически прямые подчиненные исполнительного комитета и Башкана Гагаузии Ирины Уллах. И есть один представитель, по-моему, педагогического колледжа Камрад. То есть из 7 членов двое прямого отношения к исполнительному комитету не имеют, остальные 5 членов имеют непосредственное отношение к исполнительному комитету. И вот мне просто интересно, как они будут тестировать Ирину Уллах на предмет знания гагаузского языка. Будут они ей задавать острые вопросы, будут они ее применять критерии объективности по отношению к ней или нет. Мы уже видели, в принципе, как проводятся конкурсы в управлении образования в случае с директором на замещение вакантной должности директора лицея села Чешмикой. Да? Все дошло до того, что Министерство образования отменило результаты этого конкурса, потому что с их точки зрения сам конкурс был проведен необъективно, и члены комиссии из числа работников управления образования не были объективными при оценивании кандидатов, которые претендовали на должность директора. Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание, это вот такой вот документ, который появился на сайте Народного собрания Гагаузии, который называется «Концепция проекта по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Молдова», которые, я так понимаю, должны были быть направлены на укрепление статуса Гагаузии, Гагаузии и статуса гагаузской автономии. Предыстория этого документа. Несколько недель, или может даже месяцев назад на сайте Народного собрания появилось такое сообщение, где призвали абсолютно всех
все заинтересованные стороны, граждан, прийти со своими предложениями по изменениям в Конституцию Республики Молдова для укрепления статуса. С тех пор не было никакого другого сообщения на сайте Народного собрания, не проводились никакие круглые столы по этому поводу, никакие слушания, вообще ничего. И тут бац, буквально через некоторое время появляется такой документ, и вообще непонятно, кто является автором этого документа, кто писал этот текст, кто, скажем так, внес свои предложения или контрибуцию в разработку этого документа. И если прочесть этот текст, то в принципе видно, что как бы особых... Тут он не содержит тех моментов, которые с нашей точки зрения необходимы для укрепления статуса Гагаузии. А если кто-то хочет ознакомиться с позицией Пилигрим Дема по этому поводу, да, и моей лично, да, рекомендую вам посетить сайт pilgrimdemo.org.md, где будет опубликована наша позиция Пилигрим Дема относительно того, что необходимо сделать для того, чтобы статус Гагаузии укрепился и обеспечить все необходимые условия для функционирования закона об особом правовом статусе. Так вот, здесь я этих важных моментов не вижу. Но я вижу здесь один очень такой интересный момент, который сразу же вызвал беспокойство в Кишиневе. Допустим, такой момент, как дополнение и изменение в статью 111 Конституции Республики Молдова, который называется «Автономное территориальное образование Гагаузии и Гагаузии». Предлагается внести пункт 10, где написано: значит, в случае изменения статуса Республики Молдова как независимого государства, народ Гагаузии имеет право на внешнее самоопределение. И это возникает и появляется сразу же после выборов, да, когда начался процесс по формированию правящей коалиции. И еще раз повторюсь, никто не знает, кто является автором этого законопроекта. И кто его опубликовал, с чьей подачи это было сделано, да, и почему это было сделано именно сейчас. Потому что в Кишиневе очень болезненно относятся, когда в Гагаузии предлагаются такие вещи, как там, право на внешнее самоопределение, что гагаузы имеют право. В Кишиневе очень болезненно это реагируют. С другой стороны, я не понимаю, почему в Гагаузии очень сильно держатся за этот момент, потому что реализовать его практически будет невозможно. Но давайте подумаем, да, сможет ли Гагаузия реализовать свое право на внешнее самоопределение. Ну, допустим, представим себе, что наступает тот момент, когда Республика Молдова теряет свою независимость. И наступает момент, когда Гагаузия хочет и получает право на внешнее самоопределение. Что будет делать Гагаузия? Гагаузия будет независимым государством? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Мы попробовали в начале 90-х, у нас это не получилось. И, честно говоря, у Гагаузии нету потенциала для того, чтобы обеспечивать себя самостоятельно. Гагаузия станет частью другого государства, ну давайте попробуем проанализировать какого. Украины, ну я не думаю, что Украина возьмет на себя это обязательство, потому что у Украины на сегодняшний день есть Крым, есть Донбасс, и ей дополнительная проблема в виде Гагаузии не нужна. Станет частью России, ну сомневаюсь, во-первых, нет общей границы и обеспечить это ну, практически будет невозможно. Станет частью Турции, я не думаю, что Турция согласится на это, по той простой причине, что в Турции у самих проблемы с курдскими сепаратистами, и турки сами борются с сепаратизмом у себя в стране. И более того, Турция всегда выступает за целостность Республики Молдова, которая включала бы в себя и Приднестровье, и Гагаузию. Поэтому для чего предлагать этот момент, мне не совсем понятно. И давайте подумаем еще над одним, да? Всегда о внешнем самоопределении Гагаузии говорится в контексте, хотя это не указывается напрямую нигде, но имеется в виду, что потеря независимости Республики Молдова в результате объединения Молдовы с Румынией. Но давайте представим себе, возможно ли это. На сегодняшний день, с моей точки зрения, это практически невозможно. Потому что ни в Румынии, ни в Республике Молдова это не является национальной или целью народов Румынии или целью Республики Молдова. Это не прописано в Конституции. Нету, скажем так, какой-то политической силы, представляющей себя что-нибудь серьезное, которая ставила бы это, скажем так, своей основной целью обеспечения унии между Молдовой и Румынией. Эти вопросы не поднимаются в политической риторике ни на правом, ни на левом берегу прута. И более того, для того, чтобы этот вопрос решился, необходимо, во-первых, эти вопросы пропустить через референдум и в Румынии, и в Республике Молдова. И на сегодняшний день ситуация показывает, что в Республике Молдова не будет большинства населения, которое проголосовало бы за это. В Румынии ситуация примерно та же самая. И кроме того, чтобы это получило одобрение
народа Румынии и народа Республики Молдова, что практически невозможно. Это нужно еще одобрение международных игроков, таких как Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, что в принципе тоже невозможно, потому что никто не будет менять границы в Европе, да, потому что есть Хельсинский акт, и более того, Румыния является членом Европейского Союза, а Республика Молдова не является членом Европейского Союза, поэтому обеспечить это практически очень сложно. Но проблема в том, что в Гагаузии в эти сказки по-прежнему верят. И эту слабость Гагаузии используют, да, для того, чтобы еще раз подать повод для определенных кругов и сил в Кишиневе отреагировать болезненно на такие демарши из Гагаузии, в которых, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, гагаузы вообще никакого отношения не имеют, потому что мы не знаем, кто является автором этого законопроекта. Пусть выйдут и депутаты из Народного собрания и скажут, кто является автором этого законопроекта и кто его составлял, потому что в самом документе это не написано. И это вопрос к председателю Народного собрания Владимиру Кыса, который является единственным депутатом Народного собрания от Демократической партии, тоже является председателем. Как этот законопроект или концепт проекта появился на сайте Народного собрания и почему он появился именно сейчас? И какое отношение к разработке этого проекта закона имеет Народное собрание и кто из депутатов имеет отношение к разработке этого проекта закона? И почему именно эти моменты, да, и синтагмы были заложены в этот законопроект? Потому что есть очень большое, скажем так, подозрение, что это кто-то заставил сделать Народное собрание, председатель Народного собрания поставить этот законопроект на сайт Народного собрания. Так же, как и непонятно, почему в 2017 году перед голосованием за 3 гагаузских закона в парламенте Республики Молдова председатель Народного собрания и зампредседатель Народного собрания поехали в Приднестровье подписывать договор о сотрудничестве Верховного Совета ПМР с Народным собранием. Документ, который уже был подписан Международным собранием Верховным Советом несколько лет назад, да, и который не дал абсолютно никаких результатов. Но что этот демарш в 2017 году дал, когда Кыса и Тарнавский поехали в Приднестровье? Он дал очередной аргумент тем, кто не хотел голосовать за гагаузские законы, дал очередной аргумент не делать этого, потому что в этом случае тогда только международное сообщество очень сильно настаивало на том, что эти законы гагаузские должны быть проголосованы в парламенте. И этим самым гагаузы показали, что как бы они симпатизируют сепаратистам, и в Гагаузии существуют сепаратистские настроения. Почему же в этом случае, если это не так, то почему тогда председатель Народного собрания и зампредседатель Народного собрания едут и подписывают договор о сотрудничестве с органами власти на левом берегу Днестра, то есть фактически с сепаратистами, да? То есть непонятно почему. И также непонятно, почему этот законопроект, концепт появился именно сейчас, когда ведутся переговоры о формировании коалиции. Может, так кто-то хочет показать, что Родина в опасности и есть только один человек, который может обеспечить единство и целостность Республики Молдова. На этом я хотел бы закончить. Выводы делайте сами. Но я считаю, что подобные законопроекты на сайте Народного собрания без указания авторов и которые появляются непонятно откуда, непонятно как, не должны публиковаться. И еще раз призыв к Народному собранию быть очень осторожными и депутатам быть очень осторожными и не позволять Гагаузию использовать и втягивать в политические игры и в политические интриги, которые происходят в Кишиневе. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо за то, что были с нами. Увидимся через неделю.